Путь Аллаха Великого и Славного — смыть с человечества весь грех и позор? Аллах дал закон пророку Мусе, мир ему, чтобы сыны Якуба имели мир и были очищены. Наш Господь, Вечный Владыка, сказал пророку Мусе, что никто с нечистым сердцем не сможет приблизиться к нему. Так как Аллах справедливый, Он должен наказать человека за грехи, даже если это лишь маленький грех. Его кровь должна быть пролита, он должен умереть. Но Аллах милостивый и сострадательный, поэтому Он показал, как очиститься от греха и позора. По закону Аллаха грешник должен искренне покаяться всем сердцем и принести в жертву животное без изъяна. Жертвенная кровь смоет вину и позор с грешника, чтобы он мог с легкостью приблизиться к Создателю. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Закон требует, чтобы почти все очищалось кровью, без пролития крови нет прощения. Инжил, Евреям 9:22. Согласно арабской пословице, позор смывается только кровью. Пророк Муса сказал Харуну, в Таурате, Левит 9:7: «Подойди к жертвеннику и принеси свою жертву за грех и всесожжение, чтобы очистить себя и народ. Сделай приношение за народ, чтобы очистить его, как повелел Вечный». Итак, последствия греха – смерть, а последствия жертвоприношения – милость. А все люди – позорные грешники, даже если совершили малейший грех. Наказание, которое мы заслуживаем – смерть и огонь. Но Аллах милостив и милосерден, поэтому Он показал нам путь спасения от мучений, путь более духовный, в отличие от того, который Он указал пророку Мусе. В чем заключается путь Аллаха, Великого и Славного, сегодня, чтобы спасти человечество от грехов и вечных мучений? Сура Майрам 19:21. Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Кто он? Знамение? Милость?